Я витаю вас, приветствую. Сегодня 11 июня 2025 года, 17 часов 3 минуты по Берлину, 18 часов 30 минут. 17 часов 30 минут по Берлину, 18 часов 30 минут по городу Джохару. Друзья, я вас всех приветствую. Итак, всем тем, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, либо фашистской России, пожалуйста, заботьтесь о вашей безопасности, не пишите комментарии, не ставьте лайки, не распространяйте ссылку на наш стрим. Как обычно, наш стрим на YouTube-канале в Реалити, на YouTube-канале Реалити и на канале в TikTok Аслан Арцуев. Сообщение, как обычно, от Генерального штаба Вооруженных сил Украины. За прошедшие сутки уничтожено и ранено 1120 российских боевиков, 8 танков, 15 боевых бронированных машин, 34 артиллерийские системы, 1 РСЗО, 240 БПЛА, 7 крылатых ракет, 124 автомобильной техники и цистерны и 2 спецтехники. Слава Украине, слава ЗСУ, друзья. Алейкум, мастер. Приветствую, Борис. Всех, друзья, я приветствую. Вот такие вот дела. Сегодняшний свой стрим я назвал «Психотронный почерк. Почему стрельба в школе Австрии как операция ФСБ?» и вопросительный знак. Я неоднократно рассказывал вам о фильме «Воздействие», который снят американскими расследователями, где одна из частей этого фильма, сразу перейду к делу, друзья, поэтому буду сразу говорить об этом расстреле. Одна из частей этого фильма, он длинный фильм, но одна часть, которая длится 1:17 минут, у меня есть на моем официальном канале Ичкерия Центр, официальный канал нашей правозащитной ассоциации. Эта часть, этот раздел называется «Шок». Я так его назвал. За массовыми расстрелами в школах США стоит КГБ, ФСБ, РПЦ. И вот о чем на этом канале говорится. Ну, давайте сперва, что произошло в Австрии. Давайте сперва я вам расскажу. Нападение в школе в австрийском городе Грац произошло утром 10 июня 2025 года в Федеральной высшей школе гимназии на улице Драйер-Шутценгассе. Это событие стало крупнейшим массовым расстрелом в истории Австрии. Вот подробности, основанные на доступной информации. Хронология и обстоятельства. Время и место. Стрельба началась около 10 часов утра по центральноевропейскому времени в районе Лент города Грац в средней школе, где обучается около 400 старших классников в возрасте от 14 до 18 лет. По свидетельствам очевидцев было произведено около 20-40 выстрелов. Сначала на улице перед школой, затем в 2 классах на 2-м этаже. Нападавший преступник, по некоторым данным 21 год, по некоторым данным 22 лет, австриец, жил с мамой, австрийкой. По папе он является армянином, как сообщает нам интернет. Ну, из открытых источников всю эту информацию я взял. Зовут его Артур А. Звали его Артур А. По некоторым данным его звали Артем А. Пользовался он пистолетом и ружьем. Погибло 11 человек. То есть 10 человек он застрелил, и 11-й он сам застрелился. Среди жертв 6 девочек, 3 мальчика и 1 59-летняя учительница. 11-я жертва, женщина, скончалась в больнице вечером 10 июня. Еще 11:30
человек, еще 30 человек получили ранения, из них 10 в тяжелом состоянии, некоторые с огнестрельными ранениями в голову. Пострадавшие доставлены в больницу, в том числе вертолетами. Ну, вот большая трагедия, огромнейшая трагедия, особенно когда это касается детей. И, знаете, главное, что в этом фильме, про который я вам говорю, вот в этом американском фильме «Расследование», где берется школа и там зомбируется, можно так это сказать, зомбируется человек, который становится убийцей своих же одногруппников. Там можно по разным причинам. От буллинга, там, наездов, оскорблений, там, какие-то обид, до заканчивая там, религиозными факторами. Но больше всего и самая главная черта прослеживается, это человек хочет о себе заявить, ему нужна слава. Вот самое главное, всех объединяющее. Они все разные. Вот эти стрелки бывали в Америке, очень большой всплеск вот этих шкул-шутингов, школьной стрельбы, шкул-шутинг. Это называется, в Америке уже есть по этому поводу определенный термин, и большие разбирательства по этому поводу идут. И знаете, вот этот фильм «Воздействие», он подробно рассказывает, как делают из этих детей, но этот уже взрослый мужчина, 21-22 года, но все равно, видимо, основания какие-то у него были, они находят людей со слабой психикой, находят людей, кто может быть мотивирован на это, подначивают его, дают ему возможности славы. И вот все дети, которые все вот, ну, нельзя детьми назвать, это убийцы, конечно же, но они жертвы, они сами жертвы, нужно понимать. Вот этот стрелок, который был, он сам жертва, он использован ФСБ, использован спецслужбами российскими. И дело в том, что всех их объединяет жажда славы. Они хотят внимания, они хотят, чтобы о них говорили, чтобы о них услышали, о себе заявить они хотят. Это единственное, что всех их объединяет. Но причины бывают разные, как я сказал, от там буллинга, буллинг имеется в виду там давление, избиение в школе, унижение в школе. Дети это, к большому сожалению, делают в школах. И ну, заканчивая любой ситуацией, там, религиозной, третье, десятое. Но главное, что ими движет, всех их объединяет, это о том, что им хотят славы. Поэтому, конечно, об этом не нужно говорить, распространять, из них делать героев. Они никакие не герои, они бедолаги, они, ну, и одновременно к тому, что они бедолаги и жертвы, они еще мерзавцы и подонки, которые не заслуживают того, чтобы их делать каких-то героями. Потому что убивать людей, убивать вчерашних своих одноклассников, учителей, ну, это самое низкое, что может быть человеком. Вообще убивать невинных людей ни за что, только лишь для того, чтобы получить славу, ну, это очень низко и подло. И они все должны знать, что мы именно так к ним будем относиться. Никакой чести им, никакой им славы им не видать, как своих ушей. Это просто, извиняюсь, просто не хочу выражаться. Это просто никто, ничто. Люди, которые ничего из себя не представляют, и ничем вот так и ушли. Да, вот так и ушли, убив невинных людей. Об этом пытаются сейчас особо не распространяться, особо не говорить об этом, но я вам хочу рассказать, как это происходит в американских школах. Это недавно произошло, пару лет назад, точнее, в Чехии такой же случай. И за последние 30 лет в Соединенных Штатах Америки просто всплеск вот этих шкул-шутингов, школьной стрельбы, где убиваются дети. И это спланированная, не подумайте, никакая не конспирология, это просто методы, спланированные методы ФСБ. Так они делают свою работу.
Я советую, я под этим видео на YouTube-канале оставлю ссылку на это видео. Он у меня, вот это видео, он у меня не на канале Reality, а на канале Ичкерия Центр. Я его не помещаю туда, чтобы мне не прилетел какой-нибудь бан, страйк. Вот этот канал мой основной, по которому сейчас идет стрим. Поэтому я не помещаю это видео сюда, но я помещу ссылку, и вы можете с моего другого канала Ичкерия Центр можете посмотреть это видео. Вы удивитесь просто, как здесь подробно все, до деталей все раскладывается. И знаете, как это делается? Делается это очень, ну, нельзя сказать, что это просто, но это возможно, все это делается. И за последние 30 лет, как я уже сказал, в Америке просто всплеск вот этих школьных расстрелов. Это наносит колоссальный удар и по власти, и по демократии, и по доверию к государству, вообще гражданина, потому что вы отправляете ребенка в школу, и происходит вот это ужасное, и значит виновата школа, значит виноваты учителя, значит виноват мэр, значит виноват президент. Но никому не приходит в голову, что за этим стоят российские спецслужбы, и в частности Русская Православная Церковь. Это их методы, представьте себе. И это вот в этом фильме подробно рассказывается. Он просто 1 час 17 минут, я вам его не буду сейчас весь, вам его нужно самим посмотреть. Только тогда вы поймете полностью, потому что то, что я говорю, может быть, я упущу там важные моменты, ну, постараюсь вам объяснить. Как это делается? Ну, во-первых, определяется район, школа, где нужно, чтобы школьный ученик начал убивать таких же, как он. Время, затрачиваемое для того, чтобы начать убивать, чтобы он начал, человек, убивать детей, от года до 3 ведется работа. От года до 3. Изучается полностью состав школы, изучается их интернет-ресурсы, их газеты, подключаются психологи, которые изучают вот всех детей, которые нужно задействовать. И вся школа, весь вот этот класс, ну, вся школа, все подвергаются вот этому массовому зомбированию. Первое, что они преподносят, что как это круто, там, слава, убивать людей, там, ну, разные такие вещи, которые человеку дают основания думать о славе, о величии своем. Как добиться, что некоторые всю жизнь работают и добиваются какой-то славы. Им для этого 50 лет нужно, они там становятся профессорами, либо спортсменами, которым нужно для этого тоже десятки лет, 10, 15, 20 лет трудиться, не покладая рук. Не все хотят учиться, не все хотят зарабатывать деньги, много не умеют это делать. Для того, чтобы зарабатывать, нужно сперва отучиться. Не все хотят тренироваться, ну и так далее, и так далее. Удобнее просто выскочить, сделать вот этот шаг, и после этого якобы он становится известным, и у него какая-то слава появляется. Никакая это не слава, это подонки, мерзавцы и ничто из себя не представляющие. Вот такие вот вещи происходят. Используется метод пазлового программирования. То есть на эту всю школу оказывается давление, им разные вот эти террористы, убийцы, какие-нибудь такие жестокие действия представляются такими какими-то супер достижениями, супер возвеличиваются вот эти достижения. И отсеиваются те, кто подойдет на это. Не каждый может на это пойти, поэтому это может занимать от года до 3 лет, потому что человек в самый последний момент может просто отказаться, просто испугаться может, или понять, что вот он сделает что-то ужасное, потому что, ну, это чистая бесовщина, чистая работа на сатану, на дьявола.
И последний момент, когда уже человек созревает, ему закидывается разные психологические паттерны, разные психологические такие мысли, которые приводят его к одной мысли, вот к совершению вот этого акта. Ему прямо не говорится, что ты это должен делать. Там восхваляются другие теракты, другие вот эти действия, что это очень круто и так далее. И тот, кто больше всего в интернете на это смотрит, кто больше всего читает это все, вот эти ребята, все остальные отсеиваются, и вот остаются вот эти люди. Иногда это происходит через родителей, через родственников. Иногда это происходит одновременно. Сперва определяется ребенок, который должен совершить вот это преступление. Человек, скажем так, 21-летнего, 22-летнего не назовешь ребенком. И вот таким вот образом на него оказывается давление. И в том числе и внутри семьи на него оказывается это давление. Чаще всего семьи, которые в это все происходит, которые совершают такие действия, у них в семьях конфликт с родителями, внутри, с другими родственниками. И вот это все вот раскручивается, раскручивается, и ребенок, этот человек доводится до состояния, что ему проще уйти из жизни, плюс стать известным, плюс там слава. Сейчас нам сообщают о том, что был буллинг, ну вот это трауля, оскорбление, унижение, избиение в этой школе. И ну, это как бы подстегивает его, мотивирует его, чтобы совершить это. И я убежден, и этот фильм «Воздействие», вот эта глава, где там весь фильм нужно смотреть, он у меня есть на этом канале же. Но если кому-то 8 часов тратить неохота, то просто посмотрите 1 час 17 минут. Можете пересмотреть его 2-3 раза. Я просто пересматривал и был очень-очень потрясен всем, что происходило. Ни одна страна, ни одна спецслужба не сделает это против своих детей, против своей страны. Но это нужно для того, чтобы мы перестали доверять своим странам, мы перестали доверять демократии, и чтобы мы считали, что ну какая-то страна, о чем можно говорить, если эти страны, они ну, не могут защитить даже своих детей. Ну, если бы это был разовый случай, то можно было бы понять. Но когда это происходит систематически, особенно за последние 30 лет, когда Россия, РПЦ, ФСБ были не люстрированы после 90-х, 91-го года, а наоборот, их приняли с распростертыми объятиями, правда, не сразу, после многих-многих террористических актов, которые они совершали, надеясь, что они будут помогать бороться с терроризмом. Хотя на самом деле архитекторами всем они являются, именно они и являются. Также очень удобно использовать вот методы террора под флагом исламизма, под религиозным флагом. Это тоже происходит. Но сейчас в мире так заведено, к большому сожалению, что если такие действия совершает мусульманин, то он идеологически какой-то враг, что ислам такой плохой там и так далее. И в этом смысле происходит цивилизационное разделение людей, когда люди делятся по религиозному признаку и начинают ненавидеть друг друга, что в конечном итоге обязательно может привести к еще большей эскалации этого. А это самый большой ужас, который может быть. В истории человечества мы друг друга уже много раз убивали, то есть люди друг друга убивали под разными знаменами, под крестами, под полумесяцами там, и так далее, и так далее. И, к большому сожалению, это может вновь и вновь повторяться. И это не случайность. Это не какое-то там стечение обстоятельств такое невероятное.
Это целенаправленная работа Федеральной службы безопасности и Русской Православной Церкви. Ну, Русскую Православную Церковь я включаю и Духовное управление мусульман России, потому что там нету ни христианства, ни ислама, ничего нет. Есть только КГБ и их работники. Вот они делают то, что им прикажут. Поэтому я вам советую всем внимательно изучить этот фильм, посмотреть и понимать, что это такое. Это очень важно. Как говорится, предупрежден, вооружен. Это очень важно, друзья. Рита, ссылку вы найдете в YouTube-канале Reality. В YouTube-канале Reality. Вот сейчас у меня идет здесь стрим на YouTube-канале Reality. Там вы найдете ссылку под самим видео в комментариях. Также непосредственно, если вы хотите, можете зайти на канал Ичкерия Центр. Это наш официальный канал правозащитной ассоциации. Вот там вы можете найти. Там же вы можете найти и сам весь фильм «Воздействие расследования». Ну, там просто вы будете потрясены. Если это не изменит ваше мировоззрение после просмотра этого фильма, и вы не посмотрите по-другому на вот эту сатанистскую организацию учреждения ФСБ, КГБ СССР, то я считаю, что этого не произойдет, не может этого не быть просто. Так что вот такие вот дела. Поэтому то, что сейчас произошло в Австрии, хотя Австрия пыталась быть нейтральной, она всегда была нейтральной, она всегда пыталась отгородиться от всего этого, но несмотря на это, Австрию атаковали. Я уверен, что это дело рук ФСБ. Это методы ФСБ. То же самое происходило в нашей стране, в Чеченской Республике Ичкерия. И весь наш чеченский народ находится под этим воздействием. Колоссальным, мощным воздействием. Также у нас тут в Гамбурге произошло нападение с ножом женщины. Потом произошло еще одно психически больной женщины. Еще одно нападение в Мюнхене. Наезды на Рождество и нападение афганца там с ножом на одного там человека, потом он убил еще при попытке его задержания полицейского, и наезды на автомобилях. Это все делается, я убежден в этом, я просто в это верю, что это делается российскими спецслужбами. И то, что сейчас Европа, Запад берет полностью сторону Украины, помогает Украине, уже понимает, что за зло это Россия, это ФСБ. Это говорит о том, что именно поэтому и увеличиваются здесь теракты. К большому сожалению, это может еще дальше продолжаться. Причем еще больше эскалироваться, еще сильнее, еще страшнее это может происходить. Ну, как говорится, предупрежден, вооружен. Европейские, немецкие спецслужбы, немецкие правоохранители, они как бы уже знают об этом, занимаются. И нам, гражданам, всем нужно становиться на ступень выше осведомленными, понимать, что здесь происходит, чтобы это не повторялось. На территории Германии ведется активная разведывательная деятельность российских спецслужб. Буквально несколько дней назад гражданское судно в порту было задержано с российской командой на борту под флагом. Это судно было под флагом иностранного государства, не российского государства. Но команда была, все 7-8 человек были россиянами. С них взлетали дроны, они изучали ВМС Германии, военно-морские силы Германии. Ранее они были замечены также дроны, которые изучали там военные заводы в Германии и так далее, что может свидетельствовать о том, что скорее всего
за этим стоит Россия, и вот эти террористические акты, они будут только-только усугубляться. И какие-то мощные меры по противодействию вот этой российской агентуре, которая здесь в ТикТоке, в YouTube-каналах, немножко там ругают Путина, немножко за Украину они, но по факту все они делают для того, чтобы угодить России и вести основную ее деятельность. Почему эти люди не остановились? Да, Конституция Германии говорит о том, что главный закон, это одно из важнейших достижений Германии, это свобода слова, все такое, но при всем при этом мы должны понимать, что сейчас нужно принимать кардинальные меры, кардинальные, в том числе, может быть, вводить чрезвычайное положение. Вводить чрезвычайное положение. Как-то так, друзья. Так, давайте я почитаю ваш комментарий, давайте об этом и многом другом поговорим, друзья. Вот когда я начинаю разоблачать ФСБ, вот эти разные КГБшные там, тролли заходят сюда и отвлекают, о чем угодно они готовы говорить, только лишь, чтобы я не говорил о том, о чем я говорю, о чем я пытаюсь людям донести информацию, чтобы они понимали, с кем и с чем мы имеем дело. Вот вы видите, это ну просто яркий пример, что в YouTube, что в TikTok. Ясненько. Еремеек, Иван, спасибо. Слава Украине. Слава Украине. Ты реально думаешь, что ФСБшники всемогущие, говорит Добро с кулаками? Нет, конечно, всемогущими я их не могу считать, потому что они не являются всемогущими. Но я признаю, что это очень сильная и очень кровавая и грязная, беспринципная, аморальная, сатанистская организация. Это я признаю. Всемогущими я их не считаю. Но вот тот случай, расстрел школы, запустить сумасшедшую с ножом, например, подвергнуть какого-нибудь зомбированного там, исламиста, молодого человека, это у них, это в их силах, этим они занимаются, и этому есть множество доказательств. Множество доказательств. Например, когда произошла нападение у нас здесь в Берлине на израильское посольство 18-летнего чеченца, двое человек, которые с ним были, связаны с Россией. Они оба уехали не в Сирию, хотя Сирия сейчас свободная, и вроде бы можно было бежать туда. Они оставили этого чеченца, и он должен был быть, может быть, даже и не нужно было ему нападать на израильское посольство. Достаточно, что он подготавливался к этому, и вот в информационном пуле прошла информация о том, что вот там чеченец пытался напасть на израильское посольство. Этого достаточно. Хотя, наверное, конечно же, нужно им более результативно это делать. Но вот эти двое, они сбежали в Африку, в Сомали, в Судан, в эту сторону. Сейчас как раз там орудует ЧВК «Вагнер». Да, это всем известная российская террористическая банда. И в этот же день, когда его задержали, вот этого чеченца молодого, сразу вышло видео, где чеченец, ну там в Чеченской Республике, на машине положили, видно, воинская часть, вот это их террористическая база Русь, или как у них там Путин, как она у них там называется.
израильский флаг на пол положили, и они на нем ездят на машине, они его там под колесами его пытаются там показывать. Вот таким вот образом мы понимаем, что за этой попыткой нападения на израильское посольство в Берлине стоят русские. 18-летний пацан, он жертва. Как и вот этот, который сейчас там стрелял в школе в Граце, в Австрии. И таких случаев много. Например, когда убили учителя Самуэля Пати, ну, вы, все, кто не следит за этим, может быть, ну, не до конца это все как бы улавливаете. А мы, люди, которые контролируем интернет, русскоязычный сегмент интернета, чеченоязычный сегмент, помним, как Кадыров, Демельханов, там еще одна с такой репой, там не помню его фамилию, они все говорили там, ну вот начали постоянно выпускать видео, ну вы кто-нибудь сделайте что-нибудь, там карикатуры на Мухаммада делают, пророка, делайте там Коран кто-то порвал, там еще, и вот было понятно, чего-то они добиваются. Чего-то они добиваются. Вот так активизировались, они говорят. Но не было понятно, чего они добиваются. И вот в этот момент вышел этот 18-летний чеченец. Его отец, по всей видимости, по разговору видно, очень недалекий человек. Видимо, из семьи все это идет, потому что воздействие, так называемое, вот это воздействие, которое они оказывают сперва на человека, который подвержен, слабовольный, легко внушаемый. И особенно чеченцы, которые пережили геноцид, который находится под полным вот этим информационным, пропагандистским, исламистским давлением. И это очень, как бы, не на всех распространяется, но тогда это было видно, что явно они что-то готовят. И мы не видели никаких там сожженных Коранов, там где-то в Швеции, в Австрии российский агент там сжег Коран или порвал его. Мы не видели карикатур, да, карикатуры там нельзя рисовать. Вообще абсолютный бред, который говорит, все, что разрешает, все, что говорит ислам по этому поводу, если кто-то оскорбляет ислам, твою религию, все, что должен сделать человек, это встать и выйти из комнаты или из помещения, где наезжают там на твою религию и так далее. Это максимум, что он должен сделать. Не говоря уже о том, что страна, которая тебя приютила, это если мы берем просто точку зрения религии, с религиозной точки зрения брать. Насколько это все обмануты, эти люди. Насколько это все одурманивается все. И тем более страна, которая приютила тебя, накормила тебя, взрастила тебя, дала тебе образование, твоим родителям, кровь, все, когда тебя Россия преследовала. И потом произошло вот нападение вот это на Самуэля Пати, убийство Самуэля Пати. И эти случаи, которые происходят, мы все фиксируем это. Мы видим, что происходит не случайный всплеск вот этих Кадыровых, Мудыровых, которые начинают там привлекать. Ну, там по-разному может быть. Но, например, после его убийства учителя Самуэля Пати и убийцу звали Абдаллах Анзоров, в честь него в его населенном пункте в Чеченской Республике улицу назвали. И это все вбросы были в интернет, чтобы там поднять дух следующих, которые сказали, о, смотрите, как высоко ценят там Кадыров, там заступник мусульман и так далее. Кадыров, марионетка ФСБ, полностью управляется Кремлем. Он ничего не сделает, то, что ему нельзя. Улицы, потом они, правда, дезавуировали, убрали фотографии с этими улицами и так далее. Отца вывезли, отца депортировали, по-моему, из Франции. Они его вывезли куда-то среди своей агентуры, как будто его там где-то помогают и так далее. Ну, в какой-то степени, может, и помогают ему, ведь его сын задействован, и теперь этот отец должен находиться под контролем, чтобы он не рассказывал, кто оказывал на него влияние. Понимаете? Потому что если начать вот этот клубок раскручивать, можно пройти до Патрушева, там, до Бортникова, до РПЦ, до Гундяева и так далее, и так далее.
И этих случаев очень много, поэтому совпадение это быть не может, случайностью это быть не может. Это целенаправленная работа российских спецслужб, которая это делает. Понимаете? И мы должны знать эти методы. Это очень секретные методы. Это вот американский канал, вот этот фильм «Расследование», он разоблачает это все. Но до этого я тоже понимал, что что-то непонятное происходит, что это не случайно все, почему взрываются вот эти своими инфоповодами, там, Кадыров, там, Демельханов, другие, третьи, говорят, ну, вы будьте мужчинами, оденьте тапочки, выйдите, хоть что-то сделайте, плюньте в лицо ему хотя бы. Вот такие вещи провоцируют. А мы не видели, опять же, я говорю, никаких карикатур, никаких порванных Коранов, этого всего не было. Но оказывается, вся работа велась на одну семью вот этих Анзоровых. Мы все этого не понимали. У них была информация, что этот учитель показывал карикатуры на пророка Мухаммада. Картинки какие-то он показывал. Причем этот парень не учился даже в этой школе. Ему об этом кто-то рассказал. Если так исходить, там карикатуры нельзя, изображения нельзя рисовать там какие-то. Ну, вы зайдите в любую церковь. Да, иконы, они же тоже, Иисус Христос, мы, мусульмане, признаем Иисуса так же, как и Мухаммада, как и Моисея, Мусу. Это все посланники Божьи. Ислам так трактует это. Поэтому разницы нет, на кого рисовать карикатуры. На Иисуса, на Мусу, на других каких-то пророков. Но во всех церквях есть, 1000 лет они есть. И это не считается, они не очень красивые некоторые. Некоторые, может быть, даже какие-нибудь там вызывающие. Но за 1000 лет мусульмане не убивались за это, за какие-то рисунки. Потому что это противоречит самой сути ислама, самой универсальности религии, которая послана для всех. И что тут нужно становиться... Это только делают вот какие-то там недалекие люди, которые подвергаются вот этому давлению, вот этой пропаганде. И вот эти вещи, когда раз за разом происходят, а мы, чеченцы, это испытываем на себе, мы пытаемся понять, разобраться в этом. Многие не понимают, что происходит, понимают, что что-то не в порядке, понимают, что что-то не то происходит, но при этом не могут объяснить. И этот фильм «Расследование», «Воздействие», он очень подробно и ясно все расставляет на свои места. И ты понимаешь, что вот мы оказываемся вот в этой ситуации, это вот так они работают, это их методы работы. Это не конспирология, еще раз говорю, это реально факты, которые вокруг нас происходят. Понимаете? И я говорил о том, что будут теракты. Будут. Это последнее оружие, которое осталось у русских, у ФСБ. Другого оружия у них нет. Они не могут победить Украину. Они теряют каждый день более 1000 человек убитыми и ранеными. Не добиваются никаких военных результатов. Вот просто тупо, сколько идет вот эти 1000 человек, сколько гибнут, столько живет Путин и ФСБ. Они понимают, что как только русские перестанут идти на эту войну, перестанут воевать, они задумаются, а кто нас отправляет на эту войну. Поэтому Соловьевы, Скобеевы ни на один день не перестают. У меня такое впечатление, что Соловьевых, Скобеевых не один, а там 5-6 штук. Потому что круглыми сутками они вещают. По несколько часов каждый день. Они не болеют, не устают, не отдыхают. Это идет зомбирование всего русского, российского народа. И украинцы враги, украинцы то, украинцы все. И уже вот эта ненависть, злость, вот это накручивается. Опять же, можем посмотреть, что происходит в Палестине. Ведь то же самое над арабами Палестины происходит. Они тоже годами, из поколения в поколение, в них воспитывается ненависть. И все, и человек уже, он пропитан этой ненавистью, это его я, он уже по-другому этого не видит. И его остановить, только вот задержать там, посадить в тюрьму, все, ему даже не объяснишь ты этого. Настолько все это очень пробивается, эта пропаганда. Это такие методы, которые используются. И это не всемогущество их. Это просто то, о чем мы просто не знаем. От нас это очень сильно скрывалось.
Теперь это стало уже достоянием общественности. Просто вам нужно это тоже посмотреть и проанализировать и понять, что да, реально это есть эти методы, и они работают. И сейчас, когда начались вот с ножами нападения произошли, потом на машине наехали там на людей, и это не мусульмане. Почему не мусульмане, я так полагаю? Я тоже пытаюсь понять, почему они не используют мусульман. Потому что огромная работа ведется именно против мусульман. Во-первых, потому что вот эти радикальные исламисты, они практически все под контролем. А немцы это, ну, одни из самых таких лучших правоохранителей и расследователей, на мой взгляд. И они контролируют просто каждый момент в этом смысле. И возможно, потому что все вот эти исламисты под контролем, и им сейчас лево-право не могут они как-то шаги свои предпринять. Поэтому используются вот эти психические там женщины, используется вот этот парень в школе, который сейчас стрелял людей. Ну, но или же может быть, сейчас это пока отвлекающий момент. Но о том, что сейчас эти теракты начнут происходить, я предупреждал еще полгода, год назад. Более того, мы уже видели, кто вот наблюдает за ситуацией, 7 октября 2023 года, за полгода, даже может быть еще раньше, мы уже понимали, что они что-то готовят. Вот именно исламистская какая-то там религиозная вот эта вылазка. Хотя ничего общего арабы Палестины, арабы сектора Газа не имеют вот, их вылазкой с исламом. Хотя было название там наводнение Алякса, там пытались все религиозную состряпать вот эту составляющую, внешнюю такую оболочку. Но это не было религиозным. Это был просто акт геноцида. Заскочить, просто вырезать женщин, детей, стариков, безоружных людей, животных, кого попадается. Все, что запрещено исламом, они сделали. Причем под видом ислама это делалось. И тогда я понимал, что что-то произойдет, потому что мы уже научены опытом, и мы видим, что они что-то готовят. Начинается вот эта информационная активность, они начинают там вбросы свои информационные делать. Не ожидал, честно, неоднократно говорил, честно признаюсь, что такого масштаба они сделают. И сейчас, опять же, вот в Германии мы видим, что они что-то готовят. В Европе они готовят. Больше сил у них ни на что нет. Вот есть ядерное оружие и террор. Ну, сперва нужно задействовать террор, потому что ядерное оружие есть и у Запада, и у Германии оно есть, да, тоже той же Америки, ядерное вооружение. Поэтому я полагаю, что это будет эскалироваться, ну, видите, происходит эскалация, значит, и я полагаю, что это будет продолжаться. Будет продолжаться. Не дай бог, конечно, ну вот такая вот ситуация, к большому сожалению. И эти вещи мы должны все понимать. И если мы все это будем понимать, чем больше мы донесем до людей информацию, объясним людям, что вот это все происходит не просто так, это не какие-то сумасшедшие, которые сами выскочили. Вот, например, в Гамбурге сумасшедшая, которая была, она за месяц до того, как в Гамбурге порезала людей, пыталась убить ребенка и оказалась изолирована. Опять в психушку ее закрыли. Ну, по какой-то причине ее выпустили. По какой-то причине женщина, которая психически опасная, которая пыталась убить ребенка, ее через месяц отпускают. И каким-то образом она оказывается с ножом в центре, самом людном месте, в нашем центральном вокзале. И начинает кромсать людей. Я не сомневаюсь, что это не случайность. Абсолютно я в этом не сомневаюсь. И я уверен, что и немецкие спецслужбы это знают. И они в этом направлении, я думаю, должны работать и уже работают. Поэтому это все нужно знать. Это все нужно знать и понимать. И их всемогущество на этом заканчивается. Как только мы знаем их методы, на этом все заканчивается. В этом фильме приводятся даже фамилии вот из РПЦ, вот этих всех людей, которые там действуют. И эти методы работают, давно работают. И больше это все усиливается. Аслан, салам, всем салам.
Извини, что редко захожу. С уважением, брат. Очень занят. Бои продолжаются. Мы победим. Слава Украине, свободу Ичкерии. Владимир Рабинович, шалом тебе, дорогой. Слава Украине и героям слава. Спасибо вам за все, что вы делаете, Владимир. Спасибо вам. Вы соль земли, вы те, кто, вот я сейчас вам сейчас рассказываю про зло, да, представьте, какое это зло, насколько это, как-то бывший президент Джо Байден сказал, абсолютно беспримесное зло Россия, Путин, ФСБ. И представьте, он же знает, Байден, и про эти методики, это же американский фильм «Расследование», о котором я вам рассказываю. Американцы знают намного больше, чем я вам сейчас могу тут рассказать. И то, что еще пока не придано публичности. Насколько это зло. Сейчас идет, пытаются обменять, задумайтесь, насколько это коварство, насколько русские, вы сами задумайтесь, вот просто на чьей стороне вы находитесь, если вы вот, выступаете против Украины за свою вот эту ФСБ и так далее. Я понимаю, патриотизм, любовь к своей родине, к своей там нации, это все, это должно быть, это все нормально. Ну, посмотрите, 6 тысяч на 6 тысяч обмен, говорят, делают. Так вот, там несколько сот или около тысячи только украинцев, как некоторые утверждают. Все остальные это российские, какие-то гражданские люди, которых одели в форму, это тела, обмен тел. Представьте себе, и на этом Россия спекулирует. Одевает в украинскую форму трупы не солдат вооруженных сил Украины. И этим спекулируют, что вот мы убили столько-то человек, у нас столько это, у нас столько то. Это невероятно, насколько цинично, насколько подлой должна быть страна. Сколько подлости она уже сделала от убийства пленных. Помните, как они сожгли азовцев? Помните? И это раз за разом повторяется. Просто изобретают самое подлое, самое грязное, самое жестокое, циничное, самое варварское, бесчеловечное. Просто невозможно. Это просто в голове не умещается это все. Вот какими методами они действуют, вот как они работают. И мы все это должны понимать. И вы, Владимир Рабинович, вы стоите вот против этого зла. Вы нас защищаете. Не было бы вас, они бы здесь просто орудовали как могли. Хотя я понимаю, что нужно всей Европе, всему миру собираться. Не одних украинцев держать там впереди, а самим тут готовиться. Всем нужно к этому готовиться. Все должны собраться и поставить точку над этим злом. Это, конечно, большая работа. Алейкум салам, гражданин Ичкерии, Шавига, Машоль. Друзья, я вас всех приветствую. Спасибо, Дмитро, спасибо.
Так, что у нас ТикТок? Слава свободной Ичкерии, слава Украине. Героям слава, Владислав. Героям слава. Тодораба, Владимир. Тодораба. Читая комменты в соцсетях, часто замечаю, что идет применение разных технологий. Что не коммент, то нарратив или стереотип. Это people хавает, как ни странно. Да, совершенно верно. Если люди, особенно если мы не готовы к той информации, которую нам навязывают, то да, это очень сильно влияет. Очень сильно. И мы сами втягиваемся. Помните, когда на выдуманном, просто на ровном месте выдуманном конфликте между чеченцами и ингушами, который просто по определению быть не мог, потому что обсуждался какой-то кусок земли, которым не пользуются ни ингуши, ни чеченцы где-то в горах, начали раскачивать эту ситуацию, и какие потоки грязи пошли на чеченцев, на ингушей. И уже когда простой там ингуш смотрит, как поливают всех ингушей чеченцы, он не выдерживается и влазит в эту, особенно молодежь, в этот конфликт, и все. А эти уже стороны, тролли уже могут отходить. Вот уже живой человек, он уже все уже общается, его напрямую задели. Точно так же чеченцы. Когда начинают... Я думал, вообще не буду реагировать. Как зашел, смотрю, ну такие слова находят. Ну, ты понимаешь, что это специально делается провокация, и все равно это тебя как-то коробит. Ты смотришь, неужели, как можно так? И это делается, это работает. Это работает. Потом они просто отходят в сторону. Это мы, которые понимаем еще, что происходит. Что это троллятина и так далее. Понимаете? Вот сейчас там выходят все там с палестинскими флагами, там Free Palestine кричат. Так эти люди никогда не говорили Free Ичкерия. Когда я на митингах, самое главное, самое интересное, что вот мы выходил на митинги, там, мы призывали выходить на митинги. Этих людей не было. В Сирии, ладно, они только мусульман за людей считают. Чистый фашизм, конечно. Ну, допустим, они только мусульман считают за людей. Но в Сирии убивали людей. В Сирии мы выходили, поднимали флаги, требовали, просили, выходите, давайте поддержите нас. Никто из них не вышел. Ни в Берлине, ни в Гамбурге, ни в других городах. Убивали, сирийцы убивали, Асад убивал, Россия бомбила. Против никто ничего не говорил. Убили Зелимхана Хангашвили, человека, который воевал против России. Мусульманин, маджахед, там все как положено. Объявлен был там экстремистом, террористом. И здесь, в Германии, в списках находился какое-то время. Ну, если вы поддерживаете, ну кто? Вот человек защищал чеченский народ, бился за мусульман, подло, вероломно убить в спину русскими спецслужбами. Никто на суд не пришел. Несколько месяцев был суд в Берлине. Сколько раз призывал, никто не вышел. Убивают людей, ну чисто, я мусульманскую тему беру. Убивают людей в Китае, уйгуров. Именно из-за религии. Никаких других причин нет. Вот нельзя, потому что это объявляется запретным, как при советской власти. Коммунисты запрещают религию, там нельзя и так далее, и так далее. Убивают, сажают, перевоспитывают, так называемое перевоспитание идет. Я конференции проводил здесь, призывал, говорил, никакой реакции. Как только российская пропаганда начала говорить, что нужно, какие-то просто умственно, я по-другому их называть не могу, необразованные, умственно отсталые люди и российские пропагандисты, или это одно и то же, тут уже не разберешься, с ичкерийским флагом, с флагом вот этой несостоявшейся Палестины, которые были все возможности состояться вот этому сектору Газу или государству арабскому палестинскому, начали уходить с этими флагами. Невероятно, невероятно. Даже если бы я не выходил бы на митинги, если бы я лично их всех не звал бы, когда я годами, вот с 15-го года я здесь в Германии уже нахожусь. 16-й, 17-й, 18-й года, это про Сирию мы говорили, потом убийство Хангашвили, потом это... Никого их нет.
Никого. Ну просто, ладно, я зову, не идут. Ну, сами выйдите, покажитесь. Не было их никого. А тут все такие ходят, Free Palestine, Free Palestine. А вы посмотрите их окружение, их родственников. У них обязательно в родственниках кто-то ГРУ, кто-то Кадыров, кто-то ФСБ. Обязательно будет связан с этим. По маме, по папе, где-то там, они будут там связаны с ними. Вот они, защитники вот эти всего. Понимаете? Вот как это все работает. И ладно, про сирийцев не идешь, ладно, там, про там, уйгуров не идешь. Ну, за свое-то человек должен переживать. Вот, на войну отправляют, каждый день на войну отправляют. В 17 году массово людей убивали в Чеченской Республике. Убивали чеченцев, и с их паспортами российских своих военных отправляли в ИГИЛ, в Сирию. Представьте себе, до 100 человек было только в 17 году казнено. И с их документами, с их паспортами, под легендой, как будто чеченцы отправляли своих вот этих ГРУшников, ФСБшников в Сирию. Никто на митинги не выходил, никто ничего, нету этих людей. Понимаете, их просто нету, не существуют они. Но сейчас, когда Free Palestine им надо, вот они тогда появляются. Вот объясните мне тогда, если бы я этого сам не видел бы своими глазами, если бы я не звал бы сам на митинги, если бы я каждый день не проводил бы эти стримы, не говорил бы об этом, я бы, может быть, не поверил бы в это. Но думал, искренние какие-то люди. Да какие они искренние? Это просто, либо это умственно отсталые, слабоумные товарищи, которые используют российские спецслужбы, либо это их агентура, которая действует. Все, у меня другого объяснения нет. Есть у вас другое объяснение? Вот то, что я вам рассказал. У меня просто объяснения этому другого нет. И вот они начинают, и все вот здесь сидят, их не прикрывают, им разрешают, здесь свобода слова, все такое. Вот такие вот дела, друзья. Вот такие вот дела. Очень хороший человек. Все бы мусульмане были такие умные и не жертвы пропаганды. Спасибо, конечно, за этот комплимент, если его таким можно назвать. Ну а кто? Все иудеи умные, или же все христиане умные и не подвержены пропаганде? Это при всем, что вы, как чеченцы, сейчас работа ведется над чеченцами и, ну, в принципе, над русскоязычными мусульманами. Скажите, если вот под самым мощным вот этой самой сатанистской организацией КГБ оказались бы, например, евреи в России после геноцида, после всей этой истории, если бы они оказались бы, могли бы они так вырваться, все вот, свободны быть от этой пропаганды? Нет, конечно. Тем более после геноцида, когда человек находится в стрессовом, тяжелейшем психологическом состоянии, когда этот человек находится, не получил никакого образования за последние 20-30 лет, понимаете, даже школьного. И эти люди подвергаются вот этому, их нужно реабилитировать, их нужно вытаскивать оттуда, помогать им. Поэтому дело не в мусульманах, дело не в иудеях, дело не в христианах, дело в государственной террористической политики России, которая использует и мусульман, и христиан, и иудеев, и всех, кого она может. В данном случае сейчас ведется работа над мусульманами. Но вы видите, какая была пропаганда 7 октября, как все пытались поднять всех, чтобы против Израиля выступить. Не выступили. Да, свои махровые. Здесь в Европе, давайте по-честному, да, в Европе всегда был, ну, долгое время был такой махровый, такой звериный антисемитизм. Был же. Среди мусульман я не знаю, чтобы он такой был. Да, на Ближнем Востоке, где-то там в арабских странах, в соседях, может, где-то что-то было. Но по большей части, вот у нас на Кавказе жили евреи, у нас вообще никогда не было проблем. Мы мусульмане, много у нас там мусульман, есть христиане, есть мусульмане, есть буддисты. Но никогда с иудеями, с евреями проблем не было. Скажите, были хоть одни погромы? Вот я смотрел одного еврея, с Гроздинского, мне кажется,
Он говорил, что 300 или 500 лет назад евреи пришли откуда-то, иудеи пришли с Ирана, оттуда пришли. Мы их приняли. Из-за этого он сам говорит, никогда у нас не было проблем с чеченцами. У нас в культуре у чеченцев нету этого. Нам это все навязано. И мы находимся постгеноцидный народ. Мы просим помощи. Вот я здесь сижу не потому, что мне делать нечего. Я хочу там каждый день проводить стримы и рассказывать там о своих проблемах. Я прошу помощи. У евреев прошу, у американцев прошу, у немцев прошу. У всех прошу помощи. Понимаете, для нашего народа. Пытаюсь объяснить, что мы не те, кто нас представляет. Нас немного кто, вот мы пытаемся бороться с этой пропагандой. Еще нужно разобраться, понять это все время на это тратить. И вот это все воздействие, о котором я рассказываю, расстрелы в школе там, и так далее, оказывается на мою семью, на всех моих родственников. Понимаете? Все мои родственники находятся под этим воздействием. Некоторые даже не понимают, когда я им пытаюсь объяснить, они не понимают, просто у них нету ни образования, ни понимания. Один абсолютно пророссийский, я говорю, ты находишься под воздействием, под вот этой пропагандой ты находишься. Идет работа против тебя, против твоей семьи. Он говорит, это ты враг России, ФСБ, а я не враг им, я за Россию, он мне прямо это говорит. А что они меня будут использовать? Я говорю, поэтому тебя используют еще больше, потому что ты их раб. Ты их раб. И будешь им всегда. Всегда. Ради 2 копеек, которые тебе они дают. Поэтому это не нужно вот так делить. Это нам пытаются так представить. Пытаются так представить. Так. Страна без флота загнала Черноморский флот под плинтус. Не говори, Дмитро. Более того, страна без атомного оружия стратегические бомбардировщики уничтожила. И знаете, как мы ответим ядерным оружием, мы сейчас покажем, мы сейчас это сделаем, мы сейчас то сделаем, мы поднимем все, что у нас есть, сотрем Киев с лица земли, Украина будет уничтожена. Да, нанесли колоссальный вред. Даже один убитый человек – это колоссальный вред. Более того, как они били, вот сейчас, когда они по Украине били, по Харькову, по другим местам, по Одессе, по роддому ударили. Бьют, спасатели прибегают, как в Сирии это было. Спасатели приезжают, начинают спасать людей и бьют по спасателям, чтобы жертв больше было. Вот методы России. И это все, что они смогли сделать. Обратите внимание, это все, что они смогли сделать. Это колоссальный урон, это каждая человеческая жизнь бесценна. Это большая трагедия. Каждый день украинцы гибнут. Но это все, что они сделали. И Трампу сказал, я отвечу, я типа не могу не ответить и так далее. Ну, по роддомам, как обычно, как в Чечне они бомбили по роддомам, как в Сирии они бомбили по роддомам. Вот точно так же по Украине бьют. Вот и вся их доблесть, вся их сила и мощь. Больше они из себя ничего не представляют. Понимаете? Больше они из себя ничего не представляют. Абсолютно, Дмитрий, так. Сергей Самаркандский напоминает, ставим лайки, подписываемся на канал. Трамп боится Путина, говорит Измаэль. Нет, Трамп не боится Путина, не боится. Это
Знаете, я об этом много говорил. Я считаю, и Зеленского я критиковал, очень жестко критиковал. Но я могу сказать, что и Зеленский, и его окружение, они находятся вот в этой сложной системе, в которой они оказались. И в Украине действует КГБ, КГБ УССР. И да, вычищается, работа ведется, поэтому очень медленно ведется, очень плохо ведется, на мой взгляд. Но я сижу в Германии, а они находятся на войне. Поэтому вот такая вот ситуация. И Трамп не боится, США не боятся России и никогда не будут бояться. А, Россия — это такой умирающий бешеный зверь, раненый бешеный зверь. Да, он может укусить, он может заразить, там, нанести вред может своим укусом, но победить он не может. Они могут только устроить хаос. И этот хаос они погружают в весь мир. Потому что, понимая, что они находятся перед неминуемой катастрофой, поражением, они пытаются нагадить везде, задействовать всех своих агентов. Все агенты, которые здесь находят, разные российские блогеры, которые там антисемиты есть, махровые тут есть. Ну, пытаются маскироваться, конечно, но абсолютно это заметно. За чеченцев, за свою страну, за свою Ичкерию вообще никто ничего не говорит. Там сидят, там чушь несут такую открытую. Вот эти все, вы все пострадаете. Вы все, вы думаете, что ваша Россия выкарабкается, что Путин там переиграет всех там. Это неизбежно к катастрофе идет. Просто все больше и больше КГБ задействует вот эту агентуру. И вы все, которые кормитесь там, конечно, бесплатного ничего не делать. Вам за это платят деньги. Вы все надеетесь, что там сейчас выкарабкаетесь и тогда вы не выкарабкаетесь. Вы все будете наказаны, вы все будете осуждены. Понимаете? Особенно кто засветился, сидят перед камерами и так далее. Закончилась ваша фашня. Почему он его оправдывал? Нет, Измаил, он не оправдывал. Он идет, большая работа идет. В Украине есть агентура КГБ, которая действует против... Они с медалями могут быть, они могут большими патриотами, там, с большими погонами, звездами на погонах могут быть. Но это пятая колонна, это люди, которые ведут работу для сохранения учреждения КГБ СССР. И здесь в Германии они есть. И везде они есть, практически везде. И во Франции они есть. Но в основном Германия, ГДР где был. И обратите внимание, в ГДР теракты происходят, ну, не везде, а только вот раньше это называлось зона британской оккупации, американской, французской оккупации, ну и так далее. То, что российские оппозиционеры присутствуют в украинском инфополе, это работа ФСБ. Да, ну вот смотрите, позитрон, смотрите, например, Арестович, да, человек, который с Фейкиным сидел. Кто такой Фейкин? Фейкин — человек, который воевал в Боснии, который был снайпером. Есть видео, фото, где он со снайперской винтовкой там находится. Ну, человек под командованием Радка Младича, который в Международном уголовном суде Гааги осужден и является преступником, признанным судом преступником. Он под его командованием. То это такой же. Они сидели... Кто такой Арестович? Арестович — это, помните, этого Дугина, фашиста Дугина. Это главный идеолог, который, кстати говоря, сейчас вроде бы, как говорят, папа Илона Маска встречается с Дугиным. Это все вот одна вот эта идеологическая, сатанистская, вот это вся абсолютное зло. Арестович, кто там был? Корчинский, да, этот с усами, который в Украине. Дугин,
Это вот они воздействовали психологически на это. Кем был Арестович до того, как война началась, широкомасштабная война? Он занимался вот этими зомбированием, там, ну, это называется коучуги, там, они, ну, какую-то чушь несут и сидят недалекие, там, женщины, мужчины, слушают вот эту чушь их. И он грамотно говорит, правильно поставленная речь, там, подготовлен, чисто для того, чтобы риторикой успокаивать. Не громко, не без эмоций там, и так далее, и так далее. Это первый признак того, что человек подготовлен. Если он не говорит на эмоциях, если он и так далее, и так далее. Он завоевывает не умных людей. Умный человек, когда видит эмоции, он может в этом разобраться. Он скажет, ага, ничего, в этом случае эмоции допустимы. Это говорит о его естественности человека. Но если человек глупый, и не образован, и не подготовлен, и не понимает, что его зомбируют, и ему вот это нравится, когда спокойным голосом, так аккуратно говорится. Первое время, когда можно было просто до Москвы добежать, просто выбить этих всех, когда все рухнуло у русских, когда они не успели ни мобилизацию объявить, ни быстренько там собраться, передислоцироваться. Можно было там дойти до Курска, и до Москвы можно было добраться. Ну, Арестович и Фейкин сидели и друг с другом там мило беседовали, что там все отлично, все круто и так далее. Мы тогда говорили, я лично говорил, этот Арестович, он очень-очень опасный. И еще, знаете, очень важный момент, когда вот эти пропагандисты делают реверанс в сторону мусульман, ислама. Я обратил внимание, у них такая вот фишка. Они говорят там, вот, не говорите плохо про мусульман, мусульман нужно защитить там и так далее. Ты думаешь, ну, был бы он мусульманином, или был бы каким-то защитником, правозащитником, или там каким-то справедливым человеком, ну, это понятно. Вообще никакого отношения к этому не имеет, а тут раз, и такой реверанс в сторону мусульман. Я у многих это заметил. Вот эти все вот эти пропагандисты, они вот таким образом недалеких мусульман, которых все гнобят, везде постоянно пытаются на них что-то сказать, в этот момент, когда там поддержку скажешь, и все, он уже все, сердце завоевал этого недалекого мусульманина, ему этого достаточно. Также они еще используют метод, когда про чеченцев что-то говорят. Там Гордоны, Мордоны, там разные сидят. Это такая же вся эта пропагандистская вот эта гоп-компания. Они... да, чеченцы это воины, чеченцы там молодцы. Там. Да, конечно, никакого государства им не нужно, ничего им не нужно, ничего не заставляет. Это Россия, это часть России. Просто в наглую все факты игнорируются, решения Верховной Рады игнорируются. Ну, такие вещи говорят, ну, зато чеченцы молодцы, воины. И потом вырезаются эти куски там чеченцами или же своими же агентами и распространяются. Вот Гордон сказал, чеченцы крутые, они в армии там всех строили и так далее. Это не для далеких людей вот это все используется и делается. Вот эти все Гордоны, Арестовичи, кто там, и другие третьи, они вот все информационное пространство занимают. И если их не вычистить оттуда, победы не будет. Победа не только на войне оказывается. Информационная победа – это самое главное. А то, что они там говорят, там русские какие-то там плохие, там еще что-то, это никакой сути не меняет. Потому что сама главная цель у их – это не дать окончательно победить. И все вот вертится, вот смотрите, у канале Гордон, да, миллионы там просмотров, Руслан Кутаев, российский деятель, который совсем недавно прямо открыто говорил, что мы от России не уйдем никуда, мы хотим якутские алмазы, там, мы хотим быть с Россией, вы нас никогда, мы в России навсегда, там такие вещи там говорил. У меня на канале есть, это YouTube канале, это видео есть. Его приглашают, какой-то советник Дудаева он был. Я спрашиваю Аяда Идигова, ближайшего соратника, ближайшего друга Джохара Дудаева. Вот наш сопредседатель президиума правительства Чеченской Республики. Он говорит, нет, это неправда, не был он никаким советником. Он был вокруг Аслана Масхадова, но вокруг Аслана Масхадова было много российской агентуры. Тот же Ахмед Закаев. Ахмед Закаев неоднократно говорил, что он готов подписать, что мы часть России. Часть России прямо этом и говорят.
И это все в Украине происходит. А мы, чеченцы, это видим, понимаете? Мы это все видим, наблюдаем и видим фальшивость. Одни воюют, каждый день гибнут, отдают свои жизни, получают увечья. А внутри Украины происходит какой-то непонятный вообще нонсенс просто, абсурд. Как это так? Если вы на самом деле, Верховная Рада принимает решение о том, что Чеченская Республика Ичкерия оккупирована, что над нами совершен геноцид, но те люди, которые говорят, что мы часть России, которым мы, чеченцы, не доверяем, наглую вот сидят на всех каналах, нам рассказывают вот эти все свои вещи. Почему это допускается? Почему это делается? Вот из-за этого, вот и стоит, поэтому и Трамп себя так ведет. Потому что все видят, да, есть одна часть украинцев, которая не на жизнь, а на смерть бьется. Но есть другая часть. Влезть туда и всех убрать, всех почистить, если поголовно все, с самого верха там если идет. Как с этим бороться? Как это все предотвращать? Вот поэтому это долго идет, это не нравится. Но есть надежда, что Зеленский, он на самом деле борется, хоть и находится в этих тисках. И есть надежда, что у Украины все получится. Как-то так. Латынина еще агент номер 1 ФСБ. Да, Латынина, конечно, не Арестович, а Филистович, говорит скорее. Кстати, у нас запрет на въезд Дугину. Ну, одного Дугина недостаточно. Там, конечно, это очень хорошо, конечно. Киселев натуральный агент ФСБ. Конечно. Вот смотрите, сидит, я сейчас найду это видео, сидит каждый там неделю, 2 раза или 1 раз сидит Евгений Киселев и Евгений Киселев и Евгений Севастьянов. Севастьянов это главарь банды УФСБ в 1994 году, который нападал на нас. Вот украинцы, вот просто задумайтесь над всей абсурдностью. Ваш украинский Евгений Киселев, он, конечно, не ваш, но он у вас там давно окопался, давно его к вам заслали, он у вас там сидит. Это матерый пропагандист, фашист самый настоящий, чеченофоб и все остальное, имперец, который сейчас уже притворяется не имперцем. Так вот, каждую неделю или 2 раза в неделю у него сидит Евгений Севастьянов. Севастьянов был главарем УФСБ по Москве, Московской области или просто по Московской области, который организовывал вот этих наемников, их тамнетов, да, по Крыму мы, Донецку, Луганску мы помним, их тамнетов, зеленых человечков, которых они из Кантемировской и Таманской дивизии набирали танкистов, заключали с ними контракты, сажали их в танки, давали им танки, вооружение, и всю эту колонну погнали 26 ноября в город Грозный. Сверху сидели вот эти чеченоговорящие, так называемые, оппозиционеры, кто-то за бабки, просто бандюги были, кто-то просто оболванен пропагандой, что Дудаев плохой и так далее. Ну вот эти все танки вошли, короче говоря, и все они были уничтожены. И одним из главнейших зачинщиков, исполнителем воли ФСБ был вот этот Евгений Севастьянов. Он у вас эксперт у Евгения Киселева. И никто ему ничего не говорит. Вот послушайте, что говорит об этом деятели Александр Литвиненко. Севастьянов со Степашиным навербовали солдат Таманской Кантемировской дивизии и организовали вот этот вот оппозиции. Помните в 1994 году, когда сожгли танковую колонну? То есть специально загнали в Грозный танковую колонну, никто не мог понять, что же они зашли там и стояли. И Ельцину показали, вот смотрите, они убили наших военнослужащих, они начали войну против нас. Тогда депутаты Государственной Думы собирались ехать туда, в Чечню, к Дудаеву, и вести переговоры, чтобы не было войны. И вот как раз в этот период прозвучали взрывы. До этого были заявления со Скопца о том, что по оперативным данным идет группа, значит, этих террористов, диверсантов на территорию Москвы, и начались взрывы. Первый взрыв — река Яуза,
мост через реку Яузу. Потом было несколько взрывов на железнодорожном полотне. Потом пошли взрывы в автобусах. Здесь у нас идет Шеленков. В взрывах автобусов осужден Воробьев. Один капитан, сотрудник службы фирмы Ланака, который руководит агент ФСБ, а второй сам же является агентом. Планы о вводе войск на территорию Чечни. Севастьянов со Степашиным. Слышали? 26 ноября они загоняют колонны, это Севастьянов делает, это зачинщик войны против чеченского народа и государства. Сейчас на украинский, вот это Киселев, это считайте, он украинский, потому что он за Украину, там проукраинский, давно на украинских каналах там показывается. У него сидит Севастьянов, мы об этом говорим открыто, и про Закаева говорим, и про Кутаева говорим, и про Севастьянова говорим, про многих говорим, про Арестовича говорим, про других. Кого-то мы знаем, Невзорова, например. Невзоров это главнейший пропагандист, который создавал эту школу пропаганды, ненависть про чеченцев. Отрезанные уши чеченцев там на шее, у него там 600 секунд передачи была у Невзорова. Череп, который они за $5000 черепа чеченцев, головы чеченцев привозили в Петербург, варили их, потом эти черепа. И у Невзорова на столе, я помню, еще давным-давно тогда стоял череп, когда как раз об этом все говорили, за $5000 привозят чеченские головы, варят их там, кожу отделяют, и вот череп. А помните, один выродок с украинской головой там выступал, с черепом там на какой-то там вечеринке, они там вот эту голову он показывал, вот там не повезло. Это все оттуда идет, понимаете? Это все единая сеть, и они находятся в Украине, гражданство Невзорову дают, не знаю, где он сейчас, в Украине, говорят, где-то там еще в другом месте обитает. Севастьянов это тот, который начинал войну против чеченцев, начинал вот эту всю провокацию. 26 ноября они собрали этих наемников, загнали туда вот эту так называемую оппозицию, центр, они думали разбегутся. Литвиненко говорит, что там загнали, если они стояли. И они заехали туда, их там раздербали, просто разорвали на куски просто, вот этой всю колонну. И он тут прав. И он сказал, что вот смотрите, Ельцин, смотрите, что чеченцы делают там, сколько наших солдат убили и так далее, и так далее. То есть подталкивали Ельцина. А все полностью окружение Ельцина, это было ФСБ. И сам Ельцин был агентом ФСБ. Председатель Свердловской области в советское время без протекции КГБ не мог стать председателем региона. И это все изначально шло, потому что был план разойтись Советскому Союзу, чтобы сойтись. И начинали самые слабые, на их взгляд, жертвы. Что вот Чеченская республика маленькая, сейчас мы быстренько их всех поубиваем, там начнем все. Просто затянулось, надолго растянулось, не могли они с нами справиться. Как сейчас с Украиной не могут справиться, тоже затянулось уже слишком долго. Но опять же он прям с фамилиями называет, теракты проводились. Вот происходит уничтожение вот этой банды оппозиции, она называлась оппозиция, да, как в Украине это тоже называлось там разными там сепаратисты, оппозиция и так далее. Это предатели самые настоящие были. И когда эта колонна зашла, ее уничтожили, дальше происходят теракты. А Сосковец, о котором говорит вот, уважаемый Александр Литвиненко, который был убит ФСБ особо опасным способом, общественно опасным способом, радиоактивным полонием, там много людей, еще по 1000 людей пострадало от этой радиации. Сосковец, о котором Дудаев говорил, что это преступник, называл его одним из зачинщиков войны против чеченского народа и государства. Он сказал, что готовится террористическая атака. Вот только что чеченцы уничтожили колонну, которую русские загнали к нам в Грозный. И после этого чеченцы идут куда-то совершать теракты. Да, получается так. Мы же победили, мы же их уничтожили. Зачем нам еще ехать куда теракт совершать? И перед всем миром портить свой имидж. Вот о чем боролся, с чем боролся Дудаев и пытался сохранить наш имидж, чтобы нас не представляли террористами. Вот о чем я каждый раз говорю украинцам. Ни в коем случае не дайте себя сделать террористами, выставить себя террористами. Именно вот этот, как его, Фейкин, говорил о том, что нужно захватывать чеченцев. Вот намеки, вот разговоры были, помните, когда убили азовцев, сожгли их, пленных азовцев, которые находились там, они их сожгли особо опасным, особо жестоким способом их убили.
И потом начали все родственники, все их побратимы там возмущались, что делать, и чтобы их вытащить оттуда. И тогда Фейкин подбрасывает идею, миллионный у него канал, на России он не запрещается, в отличие от моего канала, который всего лишь там 115 тысяч, который запрещен на территории России, когда он был еще 10 тысяч всего только был подписчиков. Понимаете? Причем я к войне не призываю, я чисто только про мирные способы говорю. А Фейкин рассказывал с миллионами, не запрещенный на территории России, его канал, он рассказывал о том, что нужно брать чеченцев в заложники в Украине. То есть граждан Украины нужно брать в заложники, чтобы обменивать на азовцев. Таким образом, ну, хорошее дело, обменять азовцев, святое дело, спасти своих людей. Но это выглядит как терроризм, и это все накапливается. Убийство, например, дочери Дугиной. Дочери вот этого, как ее звали, Ксения, по-моему. Ее убийство. Кто об этом сказал? Пономарев сказал, которого тоже приютили, тоже его возвели. Там еще друг Кутаева, который у Гордона на канале часто начал появляться. Понимаете это все? Это же нужно все понимать. Это все, мы же это все на себе испытали, и мы делимся с этим опытом с вами. Пономарев рассказывал, что нужны не слова, а действия, когда убили вот эту Дугину. Ну, кто такая Дугина, чтобы ее убить? Она не комбатант, да, пропагандистка, да, там, плохой человек, там, враг, там, все такое. Но она журналистом представляется. И убивать журналиста не самого там высокого там, уровня. И то я сомневаюсь, что вообще ее убили. Я считаю, что ее дальше как задействовали, сделали пластическую операцию, сгорела, особенно вот этот момент, сгорел. Не Дугина убили самого, а его дочку убили. И он теперь картинку ее ставит, и он там, такой весь жертву принесший, погибшая дочь, там такой весь борец за русский народ и так далее. Это все обман. Это все обман, который делается. И тогда Пономарев сидит и рассказывает на голубом глазу, что Зеленский требует не слова, а дела. То есть он фактически, я этот кусок вырезал и сразу же выложил. Я это обращаю внимание и выкладываю. Такие моменты, что успеваю увидеть. Понимаете? Не слова требует Зеленский, а дела требует. А дела какие? Убить журналистку. Вот Зеленский теперь террорист, который требует дела. Я сразу это заткнулись. Больше об эту тему они больше не раскручивали. И таких вещей очень много уходит. И над нами также работали. Понимаете? Люди, которые сейчас тут из себя изображают ичкерийцев, каких-то заступников, чеченцев там и так далее, были теми, кто способствовал представлению Дудаева, нашу ичкерийскую демократическую законную власть террористической. Представьте себе, вам-то, украинцам, мир помогает, сейчас они поняли, что их касается, а тогда нас вообще задвигали. Никаких там гуманитарных, этических соображений это не касалось. Бабки, деньги нужны были, нефть, газ российская нужна была. Это сейчас они поняли, что их коснется, и поэтому Украине помогают. Понимаете? А все делается для того, чтобы перестали помогать украинцам. Все для этого делается. Ведется огромная работа, и этому нужно противодействовать, как-то что-то предпринимать. Я, например, один из немногих, кто этому противодействует. И мне никакая украинская власть не помогает. Наоборот, украинская не власть, скажем так, а вот эти разные там экзотические блогеры, там Золкины, Карпенки всякие разные, пытаются на меня наезжать, пытаются меня дискредитировать, пытаются выставить меня там врагом там каким-то и так далее. Понимаете, как это делается? Программа «Хочу жить». Вот смотрите, тоже один из примеров. Таких примеров много, очень много можно приводить. Программа «Хочу жить». Попадает, например, Евгений Нужен, вагнеровец, добровольно сдается в плен. У него берет вот этот украинский вот этот журналист Бутусов интервью, раскручивает его, раскручивает. И потом его отдают, каким-то странным образом передают
России, его кувалдой разбивают ему голову. Потом эту кувалду Пригожин носит, везде всем показывает. Это акт устрашения для всех остальных. Вагнеровцы — это путинский ЧВК. Кадыров — это путинская ЧВК. Есть другие чеченцы, которые там за ГРУ, за ФСБ. А именно кадыровцы — это и лично путинские. Поэтому Ахмед Закаев и его майор Джамбетов приезжают, забирают чеченца, который добровольно, опять же, сдался в плен. Понимаете? Добровольно люди сдаются в плен, их возвращают. Теперь он на штурмах. Может, уже его нет в живых. Киргиз Мусиханов. Его передали Апти Алаудинову, который там его на штурмы посылает. Нужно, кувалдой убили по голове. А теперь новая такая тема появляется. Видите ли, русские стреляются. Вы видели, когда там дрон летит, он ранен, там 3-10, он берет, сам себя стреляет. Много сейчас начали такие. Уже целую такую подборку сделали, как русские сами себя стреляют. Задумайтесь, почему они себя стреляют? Почему человек сам себя убивает? Если он ранен, не может идти, почему он не сдастся в плен? За что он? Значит, ему сдастся в плен страшнее, чем умереть. Задумайтесь, украинцы, внимательно послушайте. Ему страшнее сдаться в плен, чем умереть. И это то, что было с Нужиным. И это то, что было с Киргизом Мусихановым. И много-много других случаев. Так вот, еще им промывают мозги, что у украинцев хуже, чем при смерти. Хотя наоборот, у украинцев в плену хуже, чем лучше бы им умереть, чем сдаваться русским в плен. Но украинская пропаганда им мозги не промывает, что вы там не сдавайтесь в плен, лучше умрите, там, 3-е, 10-е. Потому что, ну, хоть из 10 один, если выживет, попадет там не самым этим живодером, не самым людоедом. И 1 из 10 хотя бы останется в живых, это наш человек. Вот так Украина подходит. А русские подходят так, что в живых сдаваться нельзя. Украинцы это убивают, там режут там на куски. Вот сейчас выдали одного украинца, обменяли. Но вот здесь прям ножом ему нарезали, там написали «Слава России». Живот весь распорот, там, может, после ранения еще как-то. Написали, издевались над человеком. Это специально делается для того, чтобы русские не сдавались. Если русские начнут сдаваться, то фронт рухнет. Понимаете? Потому что украинцы не зверствуют. Да, может, какие-то нарушения были. Война — это сплошное военное преступление. И я не буду говорить, что украинцы там вообще не совершают военных преступлений там, и так далее. Это, наверное, везде присутствует. Но вот так массово, что они не сдаются, это заслуга Бутусова, который герой сейчас Украины, там большой журналист, в самых сложных местах бывает там и так далее. Мы видели таких героев, понимаете? 10 лет в окопах, ранениями, под бомбами, все такое. Не как Бутусов где-то там снимал, воевали, оказывались предателями. Поэтому это тоже не доказательство, да, это... Надо еще проверять, где реально были, где реально была угроза или нет, там, и так далее, и так далее. Вот как ведется работа против Украины. И так, в конце концов, патриоты гибнут, устают. Все, кто помогает, все, кто сочувствует. И в конце концов, руки начинают опускаться. Понимаете? И потом, ну, их, вот эта вся их грязь залазит. За что их держат? Вот всех блогеров здесь, которые в Европе, которые в Украине, почему их не гасят, там, не преследуют и так далее. Почему их каналы не запрещают? Почему? Вот ответьте на вопрос. Вот такие вот вещи. Так, давайте, друзья, мы уже 1,5 часа в эфире.
Этот Золкин тоже сделал интервью с казахом из Байконура, так его сразу обменяли, хотя с иностранными паспорта не меняют годами. Его обменяли и обратно послали на фронт. Опять, наверняка он уже погиб. Да, 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 совершенно верно. Совершенно верно. Ну хорошо, друзья, я тогда закончу на этом свой стрим. Спасибо, что смотрите, поддерживаете. Пожалуйста, всем, для кого это небезопасно, распространите нашу ссылку на наш стрим. Под этим видео я оставлю вам ссылку на видео про школьные расстрелы. Пожалуйста, обязательно посмотрите все. Это очень важно. Вы должны знать эту информацию. И если вы будете знать, значит, вами не смогут манипулировать. Всего самого хорошего. Слава Украине. Все будет Ичкерия. Hadi kör maşoil.